Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала Милет программа «Бызым Аккымыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Тема нашей программы – жилищные права репатриантов. Сегодня мы узнаем, как встать на квартирную очередь, а также о выкупе жилья и перспективах строительства в Симферополе многоквартирных домов для репрессированных. Гость нашей студии – начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя Эскиндер Муждабаев. Эскиндер Серверович, добрый вечер. Здравствуйте. Эскиндер Серверович, скажите, пожалуйста, ведется ли отдельный квартирный учет депортированных граждан в городе Симферополе? Да, в городе Симферополе ведет этот квартирный учет наш отдел. У нас в отделе есть сектор по работе с репрессированными народами. В рамках работы специалистов этого сектора осуществляется непосредственно ведение квартирного учета именно депортированных граждан. Какое количество граждан состоит на отдельном квартирном учете депортированных граждан в Симферополе на сегодня? На сегодня не подскажу, но знаю, что на 1 ноября 1461 семья состоит на квартирном учете. Из них на первоочередное право имеет 357 семей, на внеочередное 24 семьи и в соответствии со статьей 57 жилищного кодекса 21 семья имеет право получения жилья вне очереди. Скажите, пожалуйста, необходимо ли обновлять документы тем людям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений? Конечно, значит, заявители и члены его семьи, которые состоят на квартирном учете, как и на отдельном, так и в общегородском, должны укомплектовывать свои учетные дела. Исходя из ситуаций, с которыми они сталкивались. То есть, если прошли изменения в составе семьи, либо прошло изменение в законодательстве, наши специалисты должны проводить перерегистрацию учетных дел. Эта перерегистрация проводится по закону, предусмотрено с 1 февраля по 1 апреля, и вне этого периода непосредственно в те моменты, когда заявитель сам уведомляет администрацию города Симферополя в своих изменениях. То есть кто-то родился, кто-то уехал, не проживает вместе с семьей. То есть непосредственно по тем заявлениям мы организовываем работу по перерегистрации учетных дел. Работа и на сегодняшний день ведется. То есть специалисты непосредственно осуществляют ту работу, которая по обращению граждан появляется в процессе состояния на квартирном учете. А скажите, пожалуйста, существует ли порядок предоставления жилых помещений для депортированных граждан? Да, на сегодня есть порядок. На уровне Совета Министров принят и утвержден порядок постановлением 611 с учетом всех тех особенностей крымских, которые которые действовали до 21 марта 2014 года, и мы пытались, наши предложения тоже брались во внимание, и вот Совет Министров принял свой порядок по депортированным с учетом всех нюансов, с учетом тех льгот, которые были ранее, чтобы наши граждане не были ущемлены в тех или иных правах. А на каких основаниях репатрианты могут встать на квартирный учет? И какие документы для этого нужны? И куда необходимо обращаться? В настоящее время разработан законопроект о порядке ведения постановки на квартирный учет репатриантов и членов их семей. Этот проект закона размещен на официальном сайте Госсовета. То есть, если в ближайшее время он примется и примется регламент, порядок по его ведению на уровне республики, то муниципальное образование, в том числе и наша администрация, будет организована работа по постановке реабилитированных лиц и членов их семей на квартирный учет. В настоящее время администрация города Симферополя ведется работа по тем гражданам, которые до 21 марта 2014 года состояли на квартирном учете, то есть они все у нас сохранились и плавно перешли в новое российское правовое поле, и ведется квартирный учет непосредственно общегородской, где заявители должны сначала быть признаны малоимущими, и потом с учетом всех принятых учетной нормы жилья по городу Симферополю
признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий, они становятся в общегородскую очередь. Мгм. Что касается справки о реабилитации, является ли вот справка о реабилитации основанием для постановки на квартирный учет? Или человек должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных В условий? случае принятия этого закона, о котором я говорил ранее, справка о реабилитации позволит заявителю относиться к определенной категории граждан и иметь право состоять на отдельном квартирном учете. А непосредственно то, что вы говорите по жилью, по жилищной норме, по учетной норме, это неотъемлемая часть, которая предусмотрена жилищным законодательством, и она должна быть соблюдена в любом случае. Спасибо, Искандер Серверович. Скажите, а планируется ли в Симферополе реализация программ по строительству многоквартирных домов для реабилитированных граждан, которые состоят на квартирном учете? Да, вот по направлению межнациональное согласие в рамках реализации федеральной целевой программы по городу Симферополю до 2020 года запланировано строительство 3 многоквартирных жилых домов в городе Симферополе. Это 2 дома в микрорайоне Фонтаны и 1 дом в микрорайоне Акмечеть. Земельные участки все уже сформированы, уже заключены договора безвозмездного пользования с заказчиком, то есть со службой капитального строительства Республики Крым. И в настоящее время организована работа по разработке проектов этих многоквартирных домов. То есть реализация, то есть начало строительства домов, исходя из плана графика, запланировано на 2018 год, на начало года, а непосредственно уже завершение, наверное, 2020 год, я думаю, будет окончание. И мы уже в порядке очередности далее будем предоставлять гражданам жилые помещения и заключать договора социального найма. Мгм. А сколько репатриантов, состоявших на квартирном учете, уже получили жилье в этом году? В этом году у нас в канун празднования 2-й годовщины со дня принятия указа президента о реабилитации жертв политических репрессий в городе Симферополе мы предоставили 16 квартир нашим семьям, которые состояли у нас на квартирном учете. В настоящее время эти семьи там проживают, заключили договора социального найма, являются полноправными абонентами всех инженерных коммуникаций, уже и зарегистрировались. То есть 16 семей у нас проживает. Скажите, пожалуйста, а какая существует еще помощь по программе обустройства реабилитированных народов? Значит, на территории Республики Крым был разработан порядок по предоставлению материальной помощи застройщикам, то есть гражданам, которые ведут строительство жилья. Такая материальная помощь распространялась на города и районы. В частности, в городе Симферополе тоже была создана комиссия по рассмотрению такого рода заявлений. В состав комиссии вошли руководители профильных структурных подразделений, в том числе и проектных институтов БТИ, где они выезжали на место путем визуализации, составляли акты обследования жилищных условий, фотофиксация строений и выносились вопросы на профильную комиссию. В этом году порядка 13 заявлений было от семей, и вот 5 была оказана эта материальная помощь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот предусмотрены ли программы по выкупу жилья для репрессированных народов в Симферополе? И как попасть в эту программу, если она есть? Да, на территории Крыма выкуп жилья предусмотрен. В настоящее время муниципальными образованиями ведется работа по выкупу жилья, но по городу Симферополю эта работа не проводится, так как, во-первых, у нас ведется строительство многоквартирных домов, первый фактор. И второй фактор, у нас выкуп жилья, стоимость жилья на вторичном рынке превышает стоимость строительства. В связи с этим выкуп не проводился в этом году. Спасибо большое, Искандер Серверович. И в завершении скажите, пожалуйста, имеют ли реабилитированные граждане право на получение земельного участка в собственность? И какие условия предоставления земельного участка? Да, реабилитированное лицо имеет право на получение земельного участка. Это урегулировано статьей 466 закона 66 ЗРК об особенностях предоставления земельных участков. Но
Если заявитель увидел себя в той или иной категории льготников по статье, то согласно статье 5 условия предоставления земельных участков в льготной категории граждан он должен соблюдать. То есть непосредственно по городу Симферополю ведется работа профильными департаментом муниципального имущества, где специалисты проводят консультации и осуществляют работу по постановке в льготную очередь. Одним из основных таких пунктов, условий, это заявитель должен быть зарегистрирован на территории муниципального образования более 5 лет до момента подачи им заявления о постановке в льготную очередь. Кроме того, он не должен иметь ни другого имущества, не должен продать, отчуждать имущество до момента обращения. И члены его семьи, там, жена, супруг, супруга, не должны иметь в собственности новое имущество. То есть должна быть нуждаемость в земельном участке. Тогда заявитель ставится к нам на льготную очередь и в порядке очередности получает земельные участки. Такая уже работа нашими специалистами администрации уже проводилась, и вот на территории города в 2 микрорайонах были предоставлены земельные участки. Это в микрорайоне Петровские высоты и в микрорайоне Белая 5. Заявители, получившие решение или постановление о предоставлении земельных участков в настоящее время, ими оформляются правоустанавливающие документы на них. Спасибо большое, Искандер Серверович. Время нашей программы уже подошло к завершению. Благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Телезрителям я напомню, мы говорили о жилищных правах репатриантов, а также о постановке на квартирный учет, о выкупе жилья и перспективах строительства в Симферополе многоквартирных домов для репрессированных. На вопросы отвечал начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя Искандер Муждабаев. На этом все. До встречи в пятницу в 19:00. Оставайтесь на нашем канале.